Слышно меня, нет? Напишите, пожалуйста. Сегодня я с микрофоном. А то жаловались в прошлый раз, что звука нету. Это что за эхо такое? Так. Так, что-то у меня с микрофон тупит. Так, сейчас слышно? Почему эхо повторяет? Так, сейчас нормально? Звук убавил. Хорошо слышно меня? Так, а сейчас еще раз, если я подключу микрофон, как будет слышно? Потому что... Сейчас как слышно меня? Сейчас ничего не фонит, нормально? Так, ну все тогда. Ну все, хаумалы, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Начинаем наш второй стрим. Задали очень много вопросов. И не знаю, успею я на все ответить или нет, но буду задавать по очередности из-за того, что те люди, которые первые задали, они имеют право получить ответы первыми. Так, сейчас, секунду. Открою я их. По поводу... Сперва коротко расскажу то, что хотел сказать. У нас с начала войны только официально признано погибшими 17 человек. Это на вчерашний день было. Это официально. Насколько я помню, официально точно так же власти признали смерть там 495, что ли, человек. Но мы все прекрасно понимаем, что это не так. И, скорее всего, погибших намного больше. Как украинские данные говорят о том, что сейчас на данный момент 17 тысяч выбывших из строя. Туда входят как бы и пленные, и убитые, и раненые. То есть, ну, пленных как бы не менее, наверное, я так думаю, 7-8 тысяч точно есть. Соответственно, не 17 у нас погибших, а, наверное, намного больше. Потому что есть очень много, скажем так, погибших, которых не могут идентифицировать. Они, вот эти байрактары, джавелины, которые как бы уничтожают российскую технику, они практически сжигают и выжигают все там внутри. Поэтому там человека очень трудно, особенно если нет у него документов, очень трудно понять, кто он,
и как-то идентифицировать. Соответственно, таким людям, их родным и близким придет, скажем так, повестки о том, что человек пропал, скорее всего. Вот. То есть, цифры ужасают. Я так думаю, что эти цифры надо умножить, наверное, в 3-4 раза. Вот. Потому что в Дагестане, допустим, там уже официально, видел статью, что там 150 человек у них погибло официально. Вот. Соответственно, у нас не менее 50 человек, наверное, погибших точно есть. Я слышал, там в Бурзянском районе, по-моему, но сейчас нигде информации нету. Двоих ребят привезли, что ли, или должны были хоронить. Ну ладно, это не будем слухи распускать. Все равно рано или поздно вся эта правда всплывет. И сколько людей погибло в этой страшной, ужасной войне, все равно всем станет все известно. Теперь по вопросам. Вот у меня тут в телеграм-канале, я напомню, что у меня есть телеграм-канал свой, называется «Тот самый из Башкорт». Можете записываться, там есть чат, можете участвовать в вопросах, в обсуждениях. Также есть у нас проект Башкирский национальный политический центр, где мы, скажем так, прогнозируем будущее нашей республики Башкортостан, как он будет выглядеть, проектируем его. И там, соответственно, очень много можно узнать о том, каким мы видим будущее нашей республики Башкортостан и что такое башкирская политическая нация. Вот тут в телеграм-канале задали вопросы. Первые. Так, кому будет принадлежать природные ресурсы в прекрасном Башкортостане будущего? У нас была такая статья 10-я статья Конституции Республики Башкортостан о том, что все природные ресурсы Республики Башкортостан, все его недра принадлежат многонациональному народу Республики Башкортостан. И то же самое у нас будет в новой Конституции. Будет все природные ресурсы, все недра, что находится под землей, что на земле и над землей, все будет принадлежать многонациональному, еще раз напоминаю, еще раз повторю, многонациональному народу Республики Башкортостан. Поэтому, надеюсь, что на вопрос ответил. Никаким олигархическим структурам они не будут принадлежать. И наиболее крупные, скажем так, вопросы, наиболее сложные вопросы, все будут решаться через референдум. Не будет такого, что как нас ставили перед фактом, как там Хабиров выступал, Куштау будет разрабатываться, и не надо меня ломать, хотя уже там через год он там стоял и извинялся на Куштау перед защитниками. Так что, я надеюсь, на этот вопрос я ответил. Так, дальше, следующий вопрос. Тут очень много вопросов. Еще раз говорю, не знаю, успею я на все ответить, нет. Так, возможно ли в будущем отказаться от сырьевой модели и в какие сроки? Мы будем стараться, чтобы обязательно что мы не зависели от сырья, от сырьевой модели, чтобы мы не были сырьевым придатком. И если то, что у нас будет добываться, мы будем стараться, конечно, большую часть его обрабатывать у себя, чтобы были рабочие места, чтобы у нас платились налоги, чтобы у нас была своя продукция. Как можно меньше, соответственно, куда-то там за границу, в другие места отправлять наши природные ресурсы. Все можно перерабатывать у себя, стараться, по крайней мере, можно. Тот же самый лес, сейчас кругляками гонят его в Китай, всю Сибирь вырубают, а потом мы у них покупаем готовые деревянные изделия. Чтобы такого не было, соответственно, мы будем сами отказываться от сырьевой модели, будем стараться развивать экономику компьютерной технологии, IT-технологии в первую очередь, станкостроение. Так, будет ли Башкортостан... Так, люстрация. Будет ли люстрация, в каком программном документе это будет отражено? Люстрация, я считаю, это мое личное мнение, что люстрация обязательно нужна. Только потому, что не было люстрации в 1991 году, когда рухнул Советский Союз. Только поэтому все бывшие партийные номенклатурщики, попрятав партийные билеты в столы, вдруг перекрасились в демократы и остались точно так же у власти. Это касается что в Москве, что в республиках. Тот же самый Рахимов, скажем, был
Сперва коммунист с партбилетом, потом возглавил Республику Башкортостан, став его президентом. Я считаю, что должна быть декоммунизация обязательно со всеми, скажем, обнажением всех их преступлений. Депутинизация обязательно должна быть. То есть все те люди, которые поддерживали эту власть, все те люди, которые приносили вред, горе, уничтожали людей, сажали людей, фабриковывали дела, отдавали приказы, все они должны понести наказание. Но напомню, что иллюстрация — это не обязательно, скажем так, всех сажать или еще что-то. Нет. Иллюстрация подразумевает под собой это, то есть самых отъявленных негодяев, самых отъявленных преступников, естественно, они будут подвергнуты суду, какие-то наказания им будут. Обычные люди, которые, скажем так, за которыми не будет таких серьезных преступлений, они будут отстранены от власти и не будут никак влиять на эту власть. Те же самые сотрудники ФСБ, МВД, рядовые сотрудники или и главные управленцы, которые после того, как они понесут свое наказание, они все будут отстранены от влияния на власть. То есть это то, что сейчас проходит, допустим, в прибалтийских республиках. Бывшие КГБшники, они никак не могут влиять на власть, никак с ней не соприкасаются, они просто полностью отстранены от нее. И это то же самое будем делать мы и в Республике Башкортостан в будущем. Следующее. Башкирия будет ли отделяться от РФ, от Российской Федерации? Этот вопрос очень сложный. Тот проект, который мы предлагаем, Башкирского национально-политического центра, он, еще раз повторю, что мы хотим. Во-первых, мы видим будущее, страну эту, скажем так, все национальные республики, которые имеют статус республик, и все областя русские, которые на сегодняшний день есть, им точно так же необходимо дать статус республик. То есть есть некоторые, вот я когда состоял в федеративной партии, там такие, скажем, у нас споры были, и некоторые деятели оттуда предлагали, что надо как бы убрать статус у национальных республик, дать всем статус там каких-то областей, да, то есть как бы уравнять всех, и все будут одинаково. Нет, нам наоборот не нужно не ликвидировать национальные республики, а нужно областям наоборот дать статус республик, поднять их до уровня национальных республик и тем самым сделать горизонтальную, асимметричную такую федерацию. Федерация это будет или конфедерация это будет решаться как бы уже в будущем. После того, как статус русским областям дастся статус республик, будет это там 80 республик, или это будет, допустим, там 7 республик, да, то есть там, допустим, Сибирская республика, то есть все областя сегодняшние, которые входят в состав, так называемой Сибири, объединятся, возможно, и будет это Сибирская республика. Дальневосточная республика, вполне возможно, там те областя, которые сегодня входят в сторону Дальнего Востока, объединятся, точно так же и будет Дальневосточная республика. Уральская республика, да, допустим, там Свердловская, Пермский край, там Челябинская область объединятся, будет у них Уральская республика. Центральная республика, да, то есть Южная республика, Северная республика, Московская, может быть, республика, я не знаю, то есть это их не дело, могут они называться там республиками, или это будет Китежград, или это еще что-то будет. Каждый хочет, как хочет, так и называет свою республику. Но факт в том, что у них у всех статус будет одинаковый, и уже между этими всеми республиками, образовавшимися, будут заключены договора. Не будет такого, чтобы, скажем так, президент Башкортостана, избранный на выборах, приехал в Москву, как в 1994 году Рахимов приезжал там подписывать договор. То есть как немножко аналогии, как будто при Золотой Орде русские княжества ездили там, да, за ярлыком к ордынскому хану. Нет. И здесь то же самое, как бы, да, то есть президенты республик ездили к президенту Российской Федерации там подписывать договор. Такого не должно быть. Договора все должны подписываться без какого-либо центра, никакой столицы. Центр, там, который там регулирует наши там отношения, там, такого не должно быть.
все республики подписывают договора между собой. Татарстан подписывает с Башкортостаном, Башкортостан подписывает с Уральской республикой, Башкортостан подписывает там с Чечней, Башкортостан подписывает там с Московской республикой. Вот так вот должно быть. И они то же самое, то есть это должна быть сеть таких договоров, называется горизонтальная сеть, договорная сеть, да? Еще раз говорю, будет это федерация или это будет конфедерация, пока неизвестно. Я лично склоняюсь за конфедерацию, за то, чтобы у каждой республики было свое гражданство, у каждой республики была своя армия, национальная гвардия. Допустим, у республики Башкортостан будет своя национальная гвардия, которая будет входить в состав общей армии. Это, ну, знаете, вот что-то типа по Евросоюзу, по типу Евросоюза. Единая валюта, единая армия, состоящая из национальных гвардий различных республик под единым командованием. И каждая республика сама устанавливает договорные отношения. Сама, вот, допустим, ну, не захотим бы, допустим, устанавливать договорные отношения там с Сибирской республикой, да, то есть, ну, я не знаю, может, какие-то там они будут. И никто нас не заставит. То есть, Республика Башкортостан сама устанавливает договорные отношения с кем хочет, сама устанавливает внешнеполитические связи с кем хочет. Нам, допустим, Башкортостану, естественно, ближе будет установить связи с Казахстаном. Я уверен, что тюркские республики нас поддержат, тюркские страны, с Турцией. Естественно, мы будем с Западом точно так же поддерживать отношения, заключать с ними договора и так далее. То есть мы сами будем регулировать наши внешнеполитические связи и внутриполитические тоже. По поводу внутреннего, еще раз хотел сказать, что мы строим башкирскую политическую нацию. Что это такое? В башкирскую политическую нацию будут входить все проживающие народы Республики Башкортостан. Башкиры, русские, татары, чуваши, марийцы, удмурты, грузины, армяне. Все, кто здесь живет, все, кто считает нашу Республику Башкортостан своей родиной, для них, для всех, они все будут входить в башкирскую политическую нацию. Для того, чтобы стать частью башкирской политической нации, необходимо будет принести присягу на верность Республике Башкортостан, на верность ее конституции. Те люди, которые откажутся приносить присягу, они точно так же будут жителями Республики Башкортостан, ее гражданами точно так же, никто не будет лишаться гражданства. Но, то есть они также будут все наделены всеми правами, всеми благами, все блага Республики Башкортостан будут на них точно так же распределяться. Ничем они не будут ущемлены, кроме того, что они не будут участвовать в политической жизни Республики Башкортостан. Они не смогут участвовать в выборах, они не смогут участвовать в формировании власти, всех ветвей власти Республики Башкортостан. Это будут делать только башкирская политическая нация, ее члены, ее граждане. Вот, как бы вот короткий ответ. Будет ли действовать программа переселения этнических башкир и татар из дальнего и ближнего зарубежья? Обязательно. Обязательно. Насчет татар не знаю. Насчет татар это Республика Татарстан должна решать. Мы, как башкиры, как нация, которая самоопределилась на территории Республики Башкортостан и создала свое государство, естественно, мы будем... Такая программа, кстати, была при Рахимове, потом ее закрыли. Такую программу мы будем возрождать обязательно по переселению этнических башкир с других территорий, как ближнего зарубежья, дальнего зарубежья, других областей, которые захотят к нам переселиться. Будет специальная программа. Вот. Татары, я считаю, что Татарстан точно так же разработает свою программу, которая будет помогать переселяться татарам в Республику Татарстан. То есть, как бы вот здесь, я думаю, каких-то возражений не будет. Так, каким будет банковская налоговая система, исламский банкетинг, традиционный, будет ли страна принимать инвестиции, защищать как офшор, как Кипр? Это, скажем так, достаточно такие тонкие вопросы экономические. Я думаю, что у нас люди, которые будут регулировать экономические отношения, они всю эту программу рассмотрят. Но я думаю, что исламский банкинг, я думаю, он обязательно должен быть. Все-таки у нас Республика Башкортостан, где 2/3 населения составляют мусульмане. Так, потом у меня здесь ВКонтакте был вопрос, как будет происходить распад
Будет ли распад и как он будет происходить? Я не знаю, я не могу, скажем так, предугадывать. Я могу примерно думать, что, кстати, по политическим взглядам, вот меня спрашивают, я националист, башкирский националист. Будет ли распад? Я думаю, что да, будет распад. Думаю, что будет распад, и я так думаю, что он будет, наверное, скорее всего, кровавый. Но мы, конечно, будем всячески избегать этого, потому что все прекрасно знают, что распад, он и кровь какая-то, гражданская война, она никому не нужна. Будем стараться договариваться со всеми, максимально договариваться и еще раз договариваться, чтобы никакого кровопролития не было. Но распад, скорее всего, будет. Слишком сильно народ устал от Путина, от его режима. Очень много недовольных. Очень многие разочаровались в той модели, которая сейчас у нас есть. В той самой федерации, которая в кавычках, на самом деле никакая она сегодня не федерация, и это явно унитарная страна. И скорее всего, после того, как Путин с Украиной все-таки договорится, я думаю, что они все-таки заключат какой-то договор. И так как Путин будет отрезан от внешней политики теперь полностью, он будет концентрироваться весь на внутренней политике. Все те экономические неурядицы, которые начнутся в стране, все вот эти проблемы, которые свалились по инициативе Путина на нашу страну, все это будет вызывать, естественно, возмущение граждан. Чтобы как-то все это купировать, естественно, Путин и его сатрапы, скажем так, его опричники, они будут, естественно, устраивать репрессии. Я так думаю, что страну ждут большие репрессии. И недаром Путин недавно говорил о том, что говорил о национал-предателях. Соответственно, это яркий знак того, что, скорее всего, начнется охота на ведьм. Вот. В любом случае это продлится, я так думаю, что это недолго продлится. Рано или поздно его сметут, либо сметет его революция, либо сметет его, уберут его вследствие заговора. Как это будет происходить, пока никто не может давать гарантию. Но факт в том, что после того, как его не станет, в любом случае, даже если это будет, скажем так, его смещение вследствие переворота какого-то дворцового, в любом случае, те, кто его сместил, они вынуждены будут начинать договариваться с Западом. И вот тогда откроется окно возможностей у всех. Тогда можно будет открыто заявить о своих правах и уже как бы открыто выходить со своими требованиями. То, что мы хотим. Потому что в этой стране, как мы видим, жить уже невозможно. Нормально жить, существовать. К сожалению, я наблюдаю очень сильный ура-патриотический угар не только среди жителей Российской Федерации, но и среди жителей Республики Башкортостан, и среди своих башкир, и своих бывших знакомых. Я, конечно, немножко в шоке от их взглядов. Многие меня называют предателем, национал-предателем. То есть люди открыто поддерживают Путина. Еще вчера они на митингах, скажем, выступали против Путина, выступали за его отставку, выступали против Единой России. Сегодня они все поддерживают эту политику этой страны, этого режима, поддерживают войну, поддерживают убийство наших ребят в Украине. Ну, я в шоке, об-траке, если честно. Так. Слишком либеральное мышление. В будущем должно быть так: башкирам гражданство, остальным статус не гражданства, как в Латвии, например. Нет, у нас так не будет. По поводу Латвии и Эстонии, где русским не дали гражданство. Вы знаете, что те люди, которым не дали гражданство, они образовали ту самую называемую пятую колонну, которая вечно в оппозиции. Мы не должны никого ущемлять. Жители Республики Башкортостан для нас все наши. Они будут все составлять башкирскую политическую нацию и будут пользоваться всеми правами. По поводу Дудаева и Чеченской войны. Дудаев это борец за независимость своей республики Ичкерия. Чеченская война это борьба. Чеченская война это борьба
чеченского народа за свою независимость. Я надеюсь, что я коротко ответил на этот вопрос. Кстати, здесь, в Литве, где я живу, здесь есть сквер Дудаева, есть улица Дудаева. Здесь же живет один из сыновей Дудаева. Ну, по крайней мере, я читал о том, что он жил здесь. Сейчас живет или нет, не знаю. Вот. Он в очень многих странах, в честь него названы улицы. И в Турции, и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и в Украине, и, я знаю, в Турции очень много. В честь него названо различных объектов. Вот Иршат Зиянбердин очень часто меня критикует. Иршат Агай. У него есть вопросы ко мне. Вот он тут решил мне задать. Сейчас я их прочитаю. Так, о международном правовом статусе Башкортостана, создавшегося Россией, Российской Федерацией, по сравнению с остальными субъектами Российской Федерации. Выскажите свое мнение о лесе, об отдельных ТАО, о сплавных... Я надеюсь, на первый вопрос я ответил по поводу статуса Федерации, международном правовом статусе Башкортостана. И надеюсь, я ответил. Выскажите свое мнение о лесе, об отдельных ТАО, о сплавных реках, о дорогах, о географических наименованиях, недрах и рудниках, как о единых и неделимых частях башкирских вотчин. Еще раз скажу, что все недра Республики Башкортостан, все природные богатства будут принадлежать многонациональному народу Республики Башкортостан. У нас не будет башкирских вотчин, потому что тем самым мы, те люди, которые здесь живут уже веками, мы не можем их как-то ущемлять и отделять. Мы не можем устраивать апартеид в нашей республике, иначе мы будем считаться страной третьего или четвертого мира, иначе мы не сможем заключать какие-то союзы и договора в цивилизованном обществе с цивилизованными странами. На нас будут наложены санкции. А если мы будем устраивать здесь какой-то геноцид по отношению, апартеид по отношению к другим не башкирским гражданам. Поэтому все будут абсолютно равны. Но, еще раз повторю, что башкиры будут ведущая политическая нация в этой башкирской политической нации. Башкиры будут ведущей нацией. Почему? Потому что, но это не, скажем так, не наделяет их какими-то особыми правами, нет. Скорее всего, наделяет, наоборот, ответственностью большей. Почему? Потому что, почему ведущая политическая нация башкиры будут? Потому что именно башкиры являются коренными жителями данной республики. Именно эти земли им достались от наших предков, которые проливали здесь кровь за нее, передали нам эти земли в целости и сохранности. И на нас лежит обязанность передать эти те же самые земли нашим будущим потомкам. Вот эта ответственность на нас лежит. Почему ведущая нация? Я думаю, что события на Куштау точно так же, где, скажем так, образовалась эта мини-политическая нация, о которой я говорю, где все народы, вне зависимости от национальности и вероисповеданий, собрались с единой целью отстоять наше природное богатство Куштау. Вот я говорю о той же самой политической нации, только в большем масштабе, в масштабе всей Республики Башкортостан. И вот башкиры, там будет ведущая политическая нация. Почему? Потому что на Куштау, на событиях на Куштау, большая часть его защитников были башкиры. Они, скажем так, были ведущей силой. Организация Башкорт была одной из ведущих сил. И кто помнит, что 16 августа, когда все защитники собрались отбить Шихан обратно, Шихан Куштау, ну, никто, наверное, не сомневается, что 70% из всех собравшихся были башкиры. Приехали со всех разных областей, районов Республики Башкортостан, и из соседних областей даже приехали. Я знаю, что с Магнитогорска были ребята. Приехали защищать Куштау. Вот в этом и проявилось то, что башкиры были ведущей силой среди защитников Куштау. И то же самое башкиры будут ведущей силой башкирской политической нации. Ну, на них просто лежит больше обязанностей, больше ответственности. Так, теперь выскажите свое мнение о северо-западном диалекте башкирского языка как о единой и неделимой части башкирского языка. По поводу северо-западного диалекта. Очень сложный вопрос, очень острый вопрос. Вопрос, который нас прям так разделяет очень сильно с татарами,
конфликтов очень много из-за него. Сперва по поводу государственного языка. Многие спрашивают, будет ли татарский язык государственным языком в Республике Башкортостан. Нет, не будет. Почему? Потому что татарский язык является государственным в Республике Татарстан. Именно в Татарстане, как уже Айрат Дильмухаметов уже объяснял, татары реализовали свое право на самоопределение. Именно там они развивают свой татарский язык, свою культуру, свои традиции. И любой татарин, проживающий в Республике Башкортостан, если захочет уехать в Татарстан, он приедет туда и он будет чувствовать там себя в своей тарелке. Включит телевизор, везде татарская музыка. Включит радио, везде татарская музыка, татарские, скажем так, комментаторы, татарские книги, речь татарская на улице, татарские школы, татарская культура. Все татарское вокруг него. Он себя будет чувствовать там комфортно. Любой русский, если захочет уехать, переехать куда-нибудь там, не знаю, в Нижегородскую область, да, там в Москву или еще куда-то там, Орловскую область, он себя будет чувствовать комфортно, потому что вокруг него будет вокруг русская культура. Его ребенок ни в чем не будет, скажем, нуждаться. Башкирам ехать некуда. У них есть Республика Башкортостан, где они реализовали свое право на самоопределение. И именно там они могут развивать свою культуру, свой язык, свои традиции. Именно там государственный язык является башкирским. Русский язык, как язык международного, межнационального общения, в будущей конфедерации, или это федерация будет, он будет единым для всех, как язык межнационального, еще раз говорю, общения со статусом государственного. Почему? Потому что очень много на сегодняшний день всяких документов, каких-то юридические документы, медицина, инженерные документы, все это сейчас на сегодняшний день на русском языке. И мы не можем его резко отменить, русский язык, чтобы резко перейти на башкирский, иначе у нас просто мы встанем, экономически встанем полностью, политически встанем полностью. Башкирский язык, он будет наравне с русским, мы будем развивать всю документацию на башкирском языке, но, естественно, будем пользоваться русским языком. Но постепенно будем наращивать и башкирский язык. По поводу, будет ли язык башкирский обязательным для изучения. Вопрос тоже спорный. Вот Айрат Дильмухаметов предлагает, чтобы он был добровольный. Я считаю, что он должен быть обязательным для изучения. Но объясню свою позицию. Почему обязательный для изучения? Еще раз говорю, потому что он является государственным языком. Но для тех, для кого он не является не родным языком, я считаю, что для них башкирский язык должен изучаться в облегченном порядке. То есть должно быть несколько уровней, два уровня. Облегченный и более сложный, да, то есть полноценная программа изучения башкирского языка. Для тех, кто в будущем не планирует поступать там, в чиновники, работать чиновниками в Республике Башкортостан, где знание башкирского языка будет обязательным. Если он там планирует куда-то уехать там, в дальнейшем, башкирский язык ему не обязательно. Но пока он живет здесь, в Республике Башкортостан, он, скажем так, в облегченном порядке он должен изучить башкирский язык, чтобы хотя бы элементарно он мог объясниться на башкирском языке, элементарно понимать, что ему говорят, как-то прочитать какие-то вывески, поздороваться, попрощаться, то есть, да, что элементарные какие-то знания башкирского языка у него должны быть. Это облегченный вариант. Там также будет преподаваться культура Башкортостана, чтобы он знал о культуре того народа, на территории которого он проживает, республики, в которой он проживает. Историю, чтобы он знал не ту историю, которая преподается, русская история. У нас история России, да, преподается, история Башкортостана там идет от момента вхождения некоторых башкирских племен в состав русского государства с 1554 года. Но у нас же была история и до этого, мы же такого же не было, что мы вот-вот, то есть не на пустом же месте мы возникли. У нас была до этого история, ее тоже надо изучать. И историю надо изучать не только ту, которую нам преподают, преподносят со стороны Москвы сегодня, но и есть у нас история свой вид на эту историю, как на самом деле были те или иные события происходили. Так что историю тоже надо знать. Вот. А уже и будет, скажем так, усложненный, полная программа изучения башкирского языка. Это уже, скажем так,
для тех, кто видит будущее жизни в Республике Башкортостан, кто планирует себе строить карьеру, бизнес и так далее. То есть башкирский язык здесь он уже будет обязательным для них. Нужен, знать его нужно будет обязательно. Вот как пример, я живу сейчас в Литве, и здесь очень легко можно прожить, не зная литовского языка. А здесь очень много русскоязычных. В любой магазин приходишь, не знаю, там раньше байки говорили, что якобы там обращаешься на русском языке к литовцам, они там поворачиваются к тебе спиной и ничего не продают, с тобой не разговаривают. Нет, это неправда. Все разговаривают на русском языке. Если с ними заговариваешь, допустим, приходишь в магазин, говоришь на русском языке, спрашиваешь, с тобой тут же переходят и разговаривают на русский язык. Так что никакого ущемления русского языка здесь нету. Но, кстати, здесь очень много русских школ, очень много русскоязычных школ, люди учатся на русском языке, но экзамены все сдают на литовском языке. То есть ты можешь закончить, здесь обязательно изучение литовского языка, уроки литовского языка, и экзамен человек должен сдавать на литовском языке. Ты не устроишься никуда на работу, если ты не знаешь государственного языка литовского. Ну, ты можешь, конечно, устроиться на какие-то там разнорабочие, там грузчик или так, где это как бы не обязательно тебе знание литовского языка, где с тобой могут там и на русском языке там принеси, подай, да. Но если ты хочешь устроиться на хорошую квалифицированную работу, ты должен знать литовский государственный язык. Напомню, что литовцев их всего по миру около 3 миллионов. Здесь, ну, 3 с чем-то, да, здесь в Литве их живет всего 2 с чем-то миллиона, то есть ничуть больше башкир. Но это построили свое полноценное государство. Здесь все на литовском. Абсолютно молодежь сейчас вся абсолютно разговаривает. Молодежь знает 3 языка. Русский, литовский, английский. В совершенстве владеет. Нет, хотя много молодежи, которая как бы русский язык уже и забывает. Вот. Что еще? Еще вопросы здесь были. Так, сейчас здесь посмотрим вопросы. Так, здесь больше вопросов пока нету. Так. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Руслан, как думаешь, в будущем реален ли союз между татарами и башкирами? И как сам на это смотришь? Я сам татарин, казанский, из Республики Татарстан. Конечно, союз не то что возможен, но обязательно нужен и обязательно будет союз. Татарстан для нас близкая братская республика. И у нас очень много экономических связей с ними, родственных связей, братских связей. Поэтому мы со всеми соседями должны жить в дружбе, в мире. Тем более это мусульманская страна, точно так же мусульманская республика. Тюркская, как и мы, у нас очень многое сближает. И на сегодняшний день я считаю, что именно вот эти 2 республики, Татарстан и Башкортостан, являются лидерами в национальном движении среди всех остальных национальных республик. Именно эти 2 республики, скажем так, сохранили очень сильно свою идентичность, ну не считая Северного Кавказа, да, имеется в виду центральных. И мы являемся флагманами, скажем так, в защиту своих национальных интересов, своих прав, свобод. И в будущем мы обязаны просто держаться вместе. И в будущем, когда будут какие-то тюркские союзы, куда мы тоже будем вступать, экономические какие-то, да, там, внешнеполитические какие-то союзы, я думаю, что Татарстан и Башкортостан, они как бы будут вместе поддерживать друг друга в этих союзах. Так что Татарстан обязательно, все будут союзы у нас с ними будут. Так. Какие сроки будет осуществлен переход на башкирскую латиницу и как избежать ошибок? По поводу башкирской латиницы. Башкирский национальный политический центр предлагал переход в будущем, предлагает переход в будущем на латинский язык, но посоветовавшись, скажем так, с некоторыми людьми, лингвистами, филологами, да, они говорят, что сейчас на данный момент это нереально и не актуально. То есть, ну, допустим, что на сегодняшний день произошел час X, Республика Башкортостан стала свободной, начала сама осуществлять свою внутреннюю и внешнюю политику. Язык надо ли будет переводить башкирский алфавит на латиницу. Как объясняют лингвисты и филологи,
у нас на сегодняшний день башкирский язык находится настолько в плачевном состоянии, что как бы нам вообще его не потерять. Поэтому сперва нам необходимо восстановить статус башкирского языка, восстановить его уровень владения, восстановить школы изучения всех предметов на башкирском языке, институт создать национальный, да, где будет все на башкирском языке. Когда он не пройдет несколько десятилетий и он укрепится, станет, скажем так, уже выйдет из уязвимого положения и станет, скажем так, достаточно сильным и прочным, тогда уже можно будет начинать говорить о переходе на латиницу. Вот, допустим, Казахстан, он заявил о том, что собирается переходить на латиницу, но напомню, что с момента его получения статуса независимости прошло уже больше 30 лет. И они до сих пор не переходили на латиницу. У них тоже было очень сложное и тяжелое плачевное положение, как в национальном проценте, так и в владении казахским языком. Казахов было в свое время 30% всего в республике. Казахский язык был утерян в городах абсолютно. Казахские городские жители практически не владели казахским языком. И вот на сегодняшний день они укрепили позиции своего языка. Когда мы в 2016 году ездили, в 2017 году, когда мы ездили в Казахстан в гости, нас приглашали туда ребята, они сказали, что вот в тот год первый класс, кто пошли ихние дети, то есть в 2017 году, те казахские дети, которые пошли в первый класс, из них 95% не владели русским языком. В совершенстве разговаривали на казахском языке. То есть понимаете, да, что пройдет каких-то 10 лет, и это будет поколение, которое будет в совершенстве владеть казахским языком и забудут русский язык. Хотя русский язык, считаю, что нужно знать в любом случае, как язык межнационального общения, еще раз говорю. Поэтому сперва укрепим позиции башкирского языка, потом уже будем думать о переходе на латиницу. Но я считаю, что на латиницу надо переходить. Почему? Потому что латинский язык, как мне говорили филологи, он более сильно отражает, скажем так, звуковые речи нашего башкирского языка. Ну и также башкирский язык, латиница, точно так же латиница, она приближена к западным алфавитам. Западные алфавиты, они все на латинице. Турецкий язык на латинице. Соответственно, нам будет проще изучать их литературу, проще изучать их язык. Вот. Так, 43 минуты осталось не так много. Сейчас я посмотрю еще какие вопросы. Что дальше будет после Путина? После Путина, я надеюсь, будет у нас развитие, экономическое развитие, социальное развитие. Наконец-то мы вздохнем свободно, начнем жить, развиваясь без всякой агрессии, без всяких мыслей о том, что нам Запад хочет повредить, навредить, что нас Запад хочет завоевать, что вокруг нас НАТО, что нас вот окружили ядерными боеголовками, что вокруг нас одни враги. Вот нам сейчас вот это все внушают. Нам внушают, что мы в кольце врагов, что весь мир против нас, что мы должны от всех защищаться, сплотиться вокруг лидера вот этого Путина, да, то есть нам вот это внушают постоянно. Это абсолютно не так. Я сейчас живу в Литве, которая входит в НАТО. Кстати, вот эти страхи о том, что якобы Украина вступит в НАТО, и тем самым возле границ Российской Федерации будут войска НАТО. Эстония, Латвия, Литва граничат. Там размещены базы НАТО. Они точно на таком же расстоянии, как и Украина. Они уже на границе с Россией. Но что-то никакого возмущения же нету. Никто не нападает на Эстонию, Латвию, Литву. Никто им не предъявляет, там вы видите войска. Так что это все, скажем так, была причина просто напасть. И насчет ядерного оружия точно такая же причина, насчет химического оружия. Главное, им нужен был повод напасть по Путину, и он напал из-за этого. Так что после Путина, я надеюсь, еще раз говорю, что мы наконец-то заживем без всяких страхов и фобий, будем открыты всему миру, будем дружить со всем миром,
Есть страны, которые не обладают ядерным оружием. По поводу, кстати, ядерного оружия, что хотел сказать. Многие говорят, вот, допустим, час X настал, режим Путина рухнул, каждая республика начала осуществлять свою внешнюю и внутреннюю политику. Что будет, если, ну, представим, что это не образовалась никакая ни федерация, ни конфедерация, образовалось много-много независимых республик, что делать с ядерным оружием? Вопрос хороший, потому что, насколько мы знаем, ядерное оружие распичкано по всей территории Российской Федерации. У нас в Башкортостане тоже его много, там в Заурале, там Белорецкий район, там сколько шахт и так далее и тому подобное. Лично мое предложение. Очень страшно и опасно оставлять ядерное оружие в руках какой-то вот тех людей, которые видят весь мир врагами, которые вечно живут фобиями. И нужен контроль над ядерным оружием. Я предлагаю, что должны сюда войти войска ООН, не НАТО, ООН. Войска ООН, миротворческие силы, взять под контроль все ядерные вооружения, все ядерные шахты, которые здесь есть, под контроль, чтобы они, я еще раз говорю, если 50 независимых государств, там, да, и это ядерное оружие вот так вот распределится между ними, со всеми, то у какого-нибудь из 50 там князьков в голове вот так перемкнет, ему потом опять будет всему миру угрожать, как сейчас это делает Путин. Ну или представьте, что вот если бы у Туркменбаши, да, сегодняшнего, перед которым вот так вот склоняются там его чиновники, если у такого человека будет ядерное оружие. Ну, это как, реально как обезьяна с гранатой. Поэтому я считаю, что ядерное оружие — это очень опасная вещь. И вот когда многие бывшие союзные республики отделились, они отказались в обмен на свободу, отказались от ядерного оружия и сейчас живут, развиваются. Те же самые прибалтийские страны, те же самые там Средняя Азия, Грузия, Армения, Азербайджан и так далее. Прекрасно живут. Очень много стран, которые живут ни с кем не воюя, не враждуя. Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, прекрасные страны, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия отлично живут с очень высоким уровнем жизни, никакого ядерного оружия нету и прекрасно развивается. Все деньги вкладывают в развитие, в экономический подъем своих граждан. Не надо нам ядерного оружия, оно ни к чему. Если оно будет, оно должно быть под контролем, еще раз говорю, Организации Объединенных Наций. Пусть вывозят, пусть где-то складируют, я не знаю, но оставлять здесь, а вдруг произойдет переворот, да, допустим, в какой-нибудь республике. Ну, выбрали сперва демократическую республику. Как у нас в Российской Федерации был сперва Ельцин. 10 лет прошло буквально, и все, его сменил диктатор Путин. И то же самое может в любой республике в будущее произойти. Какие-то там 10 лет будет нормальный человек, его заменит какой-нибудь диктатор, и все, и у него в руках будет оружие. Это головняк для всего мира. Это не надо. Это мое мнение такое. Я считаю так. Так. Знаете ли вы... Да, нет, это не то. Так. Сейчас еще. Еще есть какие-то вопросы? Если есть, задавайте. Так. Руслан Абзы Хауме, твое отношение к Шеймуратову. Нужны ли сегодня такие герои, как Шеймуратов, и достаточно ли сегодня у нас информационной возможности, чтобы меньше героев было, как Шеймуратов? Генерал Шеймуратов в любом случае герой. Да, та война с Германией, это, конечно, была не башкирская война, но надо понимать, что все-таки Гитлер нес агрессию миру, он уничтожал целые народы, у него была целая, скажем так, иерархическая вот эта вот доктрина высших рас, низших рас, поэтому ничего хорошего он миру не нес. И то, что он первее напал на СССР, прежде чем СССР напал на Германию, такие планы были у Сталина, и просто Гитлер опередил его.
И то, что башкиры участвовали в этой войне, ну, так сложилось, так получилось, в этом ничего плохого я не вижу. И то, что люди воевали в этой войне, погибли, героически погибли, это наши герои. Единственное, я против, чтобы возвеличивать, делать культ из этих людей. Генерал Шаймуратов, он герой одной войны. Он боролся за СССР, за тот тоталитарный режим СССР коммунистический, да, который мы хотим провести декоммунизацию. И он явно не стоит на одном уровне с такими героями, как Салават Юлаев, как Заки Валиди, как все лидеры нашего башкирского национального движения, там Алдар Батыр и так далее. Нет, он герой, но не стоит и не стоит выше их. Так же, как и Красный Паша, которого сейчас там пытается Хакимов, который сейчас пытается там поднять на какой-то уровень. Так же, как и Худайбердин, это не герои, не те герои, которые, скажем так, стоят того, как их сейчас пиарят. Генералу Шаймурату поставили большой великолепный памятник в его родном селе. Я считаю, что этого вполне достаточно для этого героя. Назвать улицу, бюст какой-то. Да? Вот у дважды героя Советского Союза Мусы Гареева скромный бюст. И все. Никаких великих, величественных памятников. Тоже башкир. Дважды герой, еще раз говорю, у нас больше нет дважды героев. Каких-то величественных памятников, там, конных, огромных нету. Так что я не считаю, что это просто сейчас они вцепились в эту победу Великой Отечественной войны 1945 года, победу 1945 года, вцепились в нее, у них больше не за что, скажем так, объединять всех тех людей, которые живут в Российской Федерации. Это единственный у них остался вот этот вот, скажем, повод, который для объединения. И они на нем очень сильно манипулируют, они его приватизировали, вот этот вот, захватили. Так что Шаймуратов генерал герой, но без вот этого культа, который ему вот сейчас приписывают. Я считаю, что у нас Заки Валиди достоин памятника в Уфе, которого нет, а ему наоборот сносят памятники. В Санкт-Петербурге снесли, сейчас в Сибае убрали. Ну, говорят, что вернут, но я очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что даже, скорее всего, продолжатся демонтажи памятников. И в Ишимбае, наверное, бюст его уберут, и, скорее всего, улицу переименуют. Все к этому идет. Вот, так что я против того, чтобы Шаймуратова вот так возвеличивали и строили ему какие-то монументальные там какие-то сооружения в центре Уфы. Так. Государственный язык я уже ответил. Будет ли добиваться закрытия комбината «Маяк» в Челябинской области? Но я думаю, что совместно с правительством Челябинской области нам надо будет добиваться этого. Все-таки там проживает башкирское население. Как-то мы будем обязательно стараться решать этот вопрос. Но это сейчас, скажем так, не то, что прям так сильно волнует нас всех. Так, ну, еще какие вопросы есть, задавайте. Как думаешь, можно ли тратить бюджет на развитие исламских наук? Так, у меня, кстати, задавали вопрос по поводу, будет ли религия отделена от государства. Да, религия будет отделена от государства. Я также общался и с, скажем так, с исламским духовенством, которые точно так же считают, что религия должна быть отделена от государства. Наш народ, как они говорят, их слова передаю, наш народ не готов еще жить в шариате, там, по исламским законам традиционным. Религия будет отделена от государства, но ислам, я считаю, что так же, как и христианство, у них должно быть развитие, какие-то институты должны быть, обязательно присутствовать, где люди будут изучать все тонкости исламской науки, христианской науки и других религиозных конфессий. Ни одна религиозная конфессия у нас не будет запрещена, кроме тех, которые несут, скажем так, угрозу территориальной целостности
Республики Башкортостан, угрозы ее конституционному строю, те будут запрещены. А обычные мирные религии, они все будут разрешены, и никого не будет принуждать к вере в ту или иную религию. Так что вот так, надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Турецкий язык будет в Башкортостане вторым языком для тюркских людей. Турецкий язык мы тоже будем изучать по желанию, никак обязательным, естественно, он не будет. Каким видишь статус английского языка? Еще раз говорю, мы будем стараться дружить со всеми странами, в том числе и с западным миром цивилизованным. А чтобы дружить с западным цивилизованным миром, необходимо знание английского языка. Вот здесь в Литве, я еще раз говорю, здесь все ученики, вся молодежь в совершенстве владеет английским языком, литовским языком, ну и могут разговаривать на русском языке. То есть, ну, представляете, насколько грамотной молодежь. Я считаю, что да, наша молодежь башкирская точно так же должна владеть и своим родным языком, и русским языком, и турецким языком, и английским языком. Потому что, еще раз говорю, мы будем заключать союзы и договора с западным миром. У нас будет демократическое государство, у нас будут демократические принципы. Я надеюсь на поддержку западных стран. И точно так же мы будем заключать союзы и договора с тюркскими странами, с той же самой Турцией, Казахстаном, Азербайджаном и так далее. И, соответственно, турецкий язык мы тоже будем учить. А вполне возможно, к тому времени уже будет какой-то ортатель, как вот его, кстати, очень долго разрабатывают. Вполне возможно, может быть, когда-нибудь он будет разработан, и это тут будет тот язык, на котором можно будет общаться всем тюркам, вне зависимости от проживания стран. Это будет вообще замечательно. Так, мой эфир подходит к концу. Осталось 3 минуты. Есть ли у вас какие-то еще вопросы? Отгуляли на фоне химического урагана в Уфе свой. Так, ладно, это не то. Так, ну все вроде бы, да, на все вопросы, какие были, ответил. Напоследок хочу еще раз сказать, что, ребята, все, кто топит сегодня за эту войну, все, кто поддерживает сегодня политику Путина, я надеюсь, что вы одумаетесь, потому что война это несправедливая, война это незаконная, она агрессивная. Путин это диктатор, поэтому эта война преступная, и он будет осужден со всей своей командой, которая развязывала и разжигала эту войну. Путин будет сидеть 100%, будет осужден. И все, кто сегодня ему поддерживает его политику, все они будут осуждены рано или поздно. И Хабиров точно так же будет осужден. Потому что он прямо открыто, прям просится, чтобы его осудили. Прям просится. И все, кто сегодня, еще раз говорю, точно так же топят за эту войну. Что еще хочу сказать? Украина молодцы, сопротивляется всей этой империи, всему этому Мордору. Так, Салам Абзей, что ты думаешь по поводу массовых шествий на днях? Я считаю, что это, во-первых, очень много людей было согнано на этот митинг. Ну, кто-то пришел, конечно, по зову души, вот эти зомбированные телевизором, пропагандой. Очень много было согнано. Ничего хорошего в этом я не вижу. Еще раз говорю, что все те, кто поддерживает войну, они ошибаются очень сильно. Все, кто подвержены вот этой пропаганде, которая вот этого из ящика, то, что там льется оттуда, все они, этот весь дурман спадет с них. Как только режим Путина рухнет, они все очнутся и будут удивлены тому, чему они верили. На этом все. До следующего воскресенья. На следующее воскресенье готовьте вопросы. Надеюсь, что еще поговорим. Если какие-то будут еще интересные вопросы, с удовольствием отвечу на них.